Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии начинается подготовка к паводку и началу пожароопасного сезона. Какие работы необходимо произвести, какими силами, каким ожидается паводок и могут ли возникнуть сокрушительные лесные пожары, мы узнаем у гостя студии Иннокентия Андросова, первого заместителя председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Каким ожидается по прогнозу предстоящий паводок? На каких реках могут образоваться заторы льда? Ну, во-первых, официальная информация по гидрообеспечению и по паводкам, гидробюллетень номер 1, он выдается Якутским управлением гидрометслужбы 15-16 апреля текущего года. Да? Поэтому сейчас просто можно, предварительно на процентов 80-90 можно рассказывать. Вот. По данным Якутского управления гидрометслужбы, опять-таки, да, у нас в этом году ожидается интересная весна. Почему? Потому что в этом году один из таких параметров – толщина льда, который, значит, возрастает всю зиму, он у нас в целом-то почти по всем рекам ниже нормы. Допустим, если посмотреть город Якутск, где-то около метра. Вот. Но всегда люди говорят, да, если тонкий лед, то, наверное, нормальный ледоход будет. Но когда делаешь анализ, все-таки годы, когда тонкий лед, происходят такие серьезные заторы, потому что лед ломкий, и при, неблагоприятных условиях весны во время прохождения ледохода могут образоваться серьезные заторы. Так было и в 1998 году, 2001 год и так далее. Но тут, конечно же, есть места, где в этом году толщина льда превышает норму. Это у нас по реке Алдан на территории Тампонского района около Крескальжа, толщина очень большая. Опять же, это заторопасный участок. Есть места по реке Лена, это в районе Сангар, в Намском районе тоже есть места, где лед достаточно большая толщина. И в этом году, наверное, это очень опасно на реке Колыма. Река Колыма, начиная от поселка Зырянка до Среднеколымска, там большая толщина льда. Поэтому и в этом году оптовзимник дорогу сделали как раз и по реке Колыма. Опять же, там есть очень такие злые заторопасные участки, такие как на участке Лобуя, ниже города Среднеколымска, 27 километров. Потом идет череда островов, где обычно бывают повторяющиеся заторы. Вот. Это в связи с этим. Если посмотреть по снегозапасам, опять же, по данным гидрометслужбы, у нас в этом году снега много не в верховьях рек, наоборот, да, а в среднем течении и в нижних течениях рек. Нижнее течение реки Алдан снегозапасы экстремально высокие. Охватывает Уж-Алданский, половину Татинского, Тампонского района. И что это говорит? Это говорит о том, что как раз когда ледоход переходит и наступает на эту территорию, это где-то 20 мая, уже погода у нас устаканивается и уже начинает резкие потепления. Это может спровоцировать как раз в эти даты, да, число между 18 и 22 маем, да, могут быть высокие уровни как раз устьевой части реки Алдан. У нас там находится ряд населенных пунктов Уж-Алданского района, Дыгдал, Черектяй, и Арбын-Намского улуса, Батамай, Кавяйского. На этих населенных пунктах могут быть достаточно большая вода. Опять же, там на устьевой части реки Алдан есть у нас заторопасные участки. Вот.
Ну и кроме того, по рекам, как раз вот по бассейнам рек, в целом-то, если так посмотреть по всей площади, водосборной площади, да, так, то у нас в целом-то снегозапасы, они небольшие. Это говорит о том, что весенний переток и по реке Лена, и по реке Белюй, ну и по Амге, Верховье реки Алдан, там может быть малая вода, поэтому это в любом случае может провоцировать заторы, потому что воды мало, нужно поднять лед, о котором мы говорим тонко, но это все-таки 80-метровые толщины льда. И как раз и это всегда очень часто провоцирует заторы. Но мы знаем о том, что наша республика в основном-то затопление населенных пунктов, ну и чрезвычайные ситуации, наводнения, они происходят из-за заторов. Вот. Поэтому, конечно же, есть повод беспокоиться в любом случае, и нужно очень капитально готовиться к весеннему паводку. Вот, а как ведется подготовительная работа сил и средств к прохождению паводка? Что уже завезено и успеваете ли с завозом материальных ресурсов в связи с введением санкций? Тут, понимаете ли, вот я всегда говорю, Республика Саха-Якутия, последние, наверное, это 20-25 лет, да, и сегодня уделяет очень большое внимание подготовке организации пропуска весеннего половодья. Мы не раз ощутили очень серьезное наводнение, поэтому подготовка идет, плановая работа идет. Уже 21 января этого года было издано распоряжение правительства республики о подготовке сил, средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС паводка опасному сезону. Вот. И в этом распоряжении, конечно же, расписаны все те пункты, по которым мы должны вести работу. Это и на поселковом уровне, это и муниципальном уровне, это и республиканском уровне. Почти участвуют в пропуске весеннего половодья все министерства, все ведомства нашей республики. И если мы сегодня рассматриваем, значит, по каким пунктам как идет выполнение и подготовка весеннего паводка, в целом идет в штатном режиме, потому что все-таки республика имеет определенный наработанный опыт подготовки пропуска весеннего половодья. Можно напомнить ряд таких, да. Более идет у нас, во-первых, мы в этом году опять-таки будем смотреть более подробно к мониторингу весеннего половодья. У нас в этом году опять же будет работать приемо-придаточный комплекс Роскорпорации Роскосмос, который будет выдавать нам определенное время спутниковые снимки, по которым мы будем следить прохождение паводка. Кроме того, сегодня, в этой неделе уже начались командно-штабные учения наших коллег Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, где принимают участие и работники нашего Госкомитета, Министерства экологии, и всех соответствующих министерств. Уже завершены командно-штабные учения в 4-5 улусах. Уже на следующей неделе мы активно уже начинаем работать в западных районах, это Ленск, Алекминск. Потом уже возвратимся в центральную группу улусов. И до 15 апреля совместно с нашими коллегами должны завершить командно-штабные учения. Вот. В этом году нашим Госкомитетом расширен материальный резерв. Мы в этом году уже закупили 26 водоналивных дамб, 35 больших палатки, печи, генераторы и так далее. Самое необходимое в случае чрезвычайной ситуации, чтобы помочь нашим поселениям. Вот. Кроме того, по линии Министерства экологии идут подготовительные работы по обследованию и поднятию до определенных отметок
упорные дамбы, это Намском улусе, Графский берег, село Намсы. Это обследование было и в селе Юдейсе Намского улуса, который не раз попал на серьезное наводнение. В целом, поэтому работа по республике идет в плановом режиме. А как готовится Госкомитет к пожароопасному сезону? Насколько увеличился в этом году объем финансирования? Ну, мы горький урок прошлого года, да, уже последние 3 года, 2019, 2020 и 2021 годы, у нас бушует в связи, значит, продолжающейся засухой лесные пожары, пожароопасный сезон. С осени 2021 года глава республики провел серию совещаний, в котором, значит, приняты даны соответствующие поручения по всем министерствам. Поэтому, как никогда в этом году, идет очень активная подготовка лесопожароопасного сезона. Во-первых, главой республики принят и утвержден комплексный план по подготовке пожароопасного сезона, который имеет около 80 пунктов, которые, значит, мы должны выполнить до начала пожароопасного сезона. Но это первая декада мая месяца. Идет большая подготовка. Ну, я остановлюсь, наверное, по тем направлениям, которым вот наш Госкомитет. Да? Во-первых, в этом году подход лесным пожарам и ландшафтным природным пожарам он будет резко изменен. Потому что 2021 года введено новое понятие ландшафтные природные пожары. Мы должны, значит, первым эшелоном поселения, потом вторым эшелоном муниципального образования незамедлительно реагировать при, значит, первом же возникновении ландшафтных природных и лесных пожаров. Это сегодня и порядок, алгоритм действия, значит, при тушении таких пожаров. Кроме того, взаимодействие со всеми структурами, органами исполнительной власти республики, оно все полностью сделано. Мы внесли изменения на положение Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Вот этого не было. Мы сейчас будем более другому уже подходить к тушению пожаров и работать. Кроме того, значит, по поручению главы республики, решением правительства увеличены составы аэромобильных групп, которые будут при первой же возможности реагировать на крупные пожары. В службе спасения республики мы в этом году увеличиваем, вот как раз в эти дни работаем над этим, 41 человек будут они в составе аэромобильной группировки. Мы открываем поисково-спасательные отряды службы спасения в поселке Батагай в Берхаянском районе и, кроме того, в заречной группе УЛУСа в селе Тыкпёль с филиалом в селе Чурапча. Там будут укомплектованы как раз те спасатели, которые будут реагировать на первые очаги пожара. Кроме того, мы в рамках наших штатной единицы в 34 районах УЛУСах и в том числе округах, это в селе Жата и городе Якутске, увеличивать по 5 человек нештатные группы, которые опять же будут действовать на такие ландшафтные природные пожары. Поэтому работа идет опять-таки в плановом штатном режиме. Иннокентий Михайлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.